Хайрлы кеш достар. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Динара Егиубаева. Вы на моем YouTube-канале Динарион, который очень нуждается в вашей поддержке. Подписка, лайк, комментарий, репост. Пожалуйста, не забывайте это делать. И проверьте свои подписки, они могли слететь. А также поставьте лайк, если вы это сделаете прямо сейчас, во время прямой трансляции. Я буду вам очень благодарна. Я продолжаю тему распада России. Знакомлюсь сама и знакомлюсь с представителями национальных республик, входящих в Российскую Федерацию, надеюсь, пока. И сегодня у меня в эфире лидер национального башкирского движения за рубежом Руслан Габбасов. Руслан, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, Динара. Очень рад, что вы позвали. Очень рад, что наконец-то эта тема звучит в Казахстане. Зуррахмет, Руслан. Спасибо, что вы согласились, нашли время для этого интервью. Кстати, скажите, пожалуйста, как правильно называть, башкиры или башкорты? Правильно, ну, самоназвание башкорты. Мы сами себя башкортами называем, когда на башкирском разговариваем. На русском башкиры. Если позволите, я тоже вас буду называть башкортами. Буду рад. Мне кажется, так будет правильнее. Руслан, мои эфиры в основном посвящены политической ситуации в Казахстане. Конечно же, я освещаю войну в Украине, но меня не менее интересует вопрос, какой станет Россия после падения путинского режима и поражения в войне с Украиной, поскольку от этого зависит будущее моей страны. Я достаточно внимательно слежу за выступлениями российских оппозиционеров, которые в своем большинстве выступают против распада Российской Федерации. И, как мне кажется, к прекрасной, свободной, демократической России будущего, как они заявляют, что хотят построить, такая позиция не имеет никакого отношения. На ваш взгляд, почему российские либералы, говоря о свободной России, так болезненно реагируют на желание национальных республик выйти из состава Федерации? Ну, я думаю, что все очень просто. В основном это все, я их называю псевдолибералы. На самом деле никакие они не либералы, потому что настоящий либерал, вообще в слове либерал кроется слово свобода. Человек, который выступает против свободы народа, целого народа, то, конечно же, он не либерал, он псевдолиберал. Поэтому, да, они в основном это имперцы, в основном это выходцы из Москвы, москвоцентричные так называемые политики. И они не видят другой России, кроме той, которая сейчас есть. Мы даже видим вот последнее заявление Ходорковского, который говорил о том, что надо еще подумать, Крым вернется в состав Украины или нет. Извините, Руслан, Вот. мне кажется, он не совсем так сказал. Он вроде как согласен с тем, что Крым украинский, но есть какие-то условия для Ну, возвращения. да, то есть, как говорил один исторический деятель, что загвоздка кроется после слова «но». Вот. Как только человек говорит «но», все, понятно, что этот человек не хочет, не говорит твердо, не говорит четко, не говорит прямо. То есть он скрывает свои мысли. Мы это видим, и сегодняшние, к сожалению, вот эти вот российские политики, надо честно признаться, что они на сегодняшний момент наши враги. Наши М. враги, и это я говорю прямо и открыто, потому что я уверен, что после падения путинского режима борьба начнется у нас с ними. Точнее, у них с нами, скорее вот так будет. Потому что они никому не собираются отдавать свободу и независимость. Может быть, отдадут, ну, скажем так, отпустят Кавказ. Потому что Кавказ по сравнению со всей Россией это очень маленький, крошечный такой кусочек на окраине. Почему отпустят Кавказ? Потому что они до сих пор не могут его переварить, до сих пор они не могут его ассимилировать, и он никак не встраивается вот в это вот так называемое российское общество. Кавказцы ведут себя очень независимо. И поэтому для них это вызов, для них это проблема, и они лучше, конечно же, отпустят эту проблему. Но всех других они точно не хотят отпускать, особенно башкир и татар, которые находятся прямо в подбрюшье России. Почему? Ну вот потому что, во-первых, мы находимся в подбрюшье России, во-вторых, потому что они считают, что башкиры и татары
это такие вот народы, которые уже, можно сказать, э, смирились, что ли, свыклись вот с российской вот этой действительностью, с жизнью среди русских, что они не считают нас какими-то вот такими людьми, которые хотят независимость. Вот это вот у них почему-то вот такое, скажем так, предубеждение, что мы не хотим независимости, что мы не хотим жить отдельно, что они за нас решили уже, что нам вот хорошо в составе России и среди русских. Может, они считают, что вы недостойны независимости? Это уже, это тоже, конечно же, это тоже есть. Но они видят, что Башкортостан и Татарстан в первую очередь это очень богатые республики, у которые они прекрасно понимают, что без России наши республики прекрасно проживут. Мы достаточно образованные народы. У нас, наверное, вот в постсоветском пространстве три национальные республики, где было полное цикл образования. Это Татарстан, Башкортостан и Саха-Якутия. Начиная с первого класса по 11 класс, в свое время, когда еще был так называемый суверенитет, у нас были школы с полным обучением на башкирском языке, в том числе и алгебра, геометрия, физика, химия и так далее. Вот. И, соответственно, свои академии наук, у нас есть свои ученые, у нас ну, много чего своего есть, что, скажем так, вот прямо сейчас дай свободу, как бы, и мы готовы. Они это прекрасно понимают, но они понимают, что если дать свободу, дать свободу Башкортостану и Татарстану, а соответственно рядом уже там есть и Чувашия, и Мордовия, и Удмуртия, и просто Россия раскалывается пополам вдоль Уральских гор. И все, что находится за Уральскими горами, сам Урал, Сибирь, Дальний Восток, они просто автоматически потом отпадут. А что вы имеете в виду, говоря подбрюшье России? Что вы в это вкладываете? Подбрюшье это значит, когда наши территории, они вот прям вклиниваются очень глубоко вот в тело так называемой сегодняшней России. Ну, сегодня Башкортостан наш доходит практически ну, до центра России, да, вот наши, а плюс Татарстан еще севернее, он находится в 700 километрах от Москвы. Там, поэтому, да, это центр России практически. И если эти наши Урало-Волжские республики, так называемые, Идель-Урал, получат независимость, то образуется такая дыра. Если мы представим, что все остальные регионы остались в составе, то образуется такая дыра, которая будет, либо надо будет там договариваться с нами, как-то объезжать или что-то, выстраивать с нами какие-то отношения. Поэтому они, конечно же, этого не хотят и будут, я думаю, что вплоть будут готовы ввести войска для того, чтобы нас попытаться оставить. Потому что это уже было, и когда в 91 году Татарстан объявлял о своей независимости, танки стояли практически на границах с Татарстаном. Это уже было. Но я просто надеюсь на то, что в этот раз Россия уже будет до такой степени ослабленной в результате всех вот этих вот экономических процессов, которые сейчас идут, в результате вот, вот этой войны опустошительной, которая сейчас идет, в результате всех тех неурядиц, которые сейчас происходят, и в том числе и межнациональные отношения, которые происходят в России на данный момент, они просто не оставят шанса остаться Россией целой, единой и неделимой, как мечтают русские либералы, так называемые. Потому что в начале 90-х годов, когда происходил так называемый парад суверенитетов, когда развалился Советский Союз, тогда еще многие национальные республики поверили в то, что возможно остаться в составе обновленной России с каким-то определенным ограниченным суверенитетом и так далее, и так далее. То есть все вот эти наши деятели, Рахимов, Шаймиев и другие, вот они тогда, Николаев в Якутии, они верили, что можно. На самом деле, как показала практика, правы были чеченцы, которые пошли сразу же до конца. И если я вот в своей книге писал, я выпустил книгу «Записки башкирского националиста Кубуре» называется. И там я написал о том, что если бы Башкортостан и Татарстан поддержали бы Чечню и тоже, скажем так, заявили бы о своей независимости,
то тогда бы сегодня бы мы жили бы в другой России. Либо это была бы уже конфедерация, либо мы действительно были бы независимыми. Потому что сразу же бороться одновременно с тремя национальными республиками, с крупными народами, с миллионными, многомиллионными, такими как татары, башкиры, чеченцы, мусульманскими. К тому же весь мусульманский мир, наверное, уже тогда бы не закрыл бы глаза, как они закрыли на чеченцев, на проблему Ичкерии. Уже тогда не смогли бы они закрыть глаза, если бы три таких национальных крупных республик, скажем так, начали бы бороться за свою независимость. Они бы с нами начали бы договариваться, потому что тогда на тот момент Москва была очень слаба. И сегодня была бы либо конфедерация, либо мы действительно уже были бы в независимых. Ну, вообще история повернулась бы по-другому. Руслан, скажите, то есть, если я правильно понимаю, разногласия между вами настолько принципиальны, что диалог невозможен? Как вы будете договариваться? Ну вот, чтобы танки не стояли у границ. Ну, конечно, все любые войны заканчиваются, как говорится, за столом переговоров. Но лучше сразу сесть за стол переговоров и уже там разговаривать. Поэтому, конечно же, никто не хочет войны. И я надеюсь, что нам получится договориться. Просто процесс вот этот осознания того, что Россия – это империя, и то, что мы достойны независимости, он идет постепенно. Я помню, как после начала вот этого полномасштабного вторжения России в Украину, я один из тех первых людей, кто заговорил о независимости. Я когда после того, как покинул Россию и получил политическое убежище в Литве, тогда я только, скажем так, прилетел в Литву и подался на убежище. Я тогда выступал на форуме «Свободной России». Форум вот этот Гарри Каспарова, Тютрина, где, скажем, собирается элита такая, да, российской оппозиции. Я тогда еще заявлял о том, что у нас есть такой известный башкирский политик, он сейчас на данный момент сидит, ему дали 9 лет строгого режима, Айрат Дильмухаметов. У него был проект переустройства Российской Федерации по новым принципам. Он подразумевал под собой то, что всем регионам российским нужно дать статус республик. Не опускать республики до статуса обычных областей, а именно областям дать статус республик и поднять их до уровня национальных республик, соответственно, и переучредить заново федерацию без центра Москвы, вот, чтобы все договора были между собой не через Москву шли, а каждая республика бы договаривалась бы с каждой другой республикой вот так вот. Ну, в общем, такая Между собой напрямую. Да, асимметричная такая федерация. И я тогда вот этот проект предлагал. И тогда этот проект, это не независимость какая-то, даже не конфедерация. Даже этот проект тогда был встречен в штыки. После того, как началось полномасштабное вторжение в Украину, я уже начал говорить о независимости. Я понял, что с этой страной нам уже ловить нечего, что нам нужно отделяться, потому что это империя, кровавая империя, которая будет подавлять всех. Она уже дошла до своего пика. И когда я уже начал говорить о независимости, постепенно, тогда все это было встречено, конечно же, в штыки теми же самыми либералами, но национальные движения это подхватили, и началось очень сильное такое движение за независимость практически каждой национальной республики, практически каждого национального движения. И вот по происшествии уже с того момента практически 4 лет, на сегодняшний момент все уже практически говорят и признают характер России как империи, имперский характер. Многие российские политики уже, я могу перечислить даже по именам, которые признали то, что национальные республики должны получить независимость. Многие говорят о том, что Россия должна распасться. Некоторые предлагают, что вот как в 1992 году была учреждена федерация, также все регионы должны получить одновременно сразу же независимость, а потом уже каждый будет решать, что ему делать. Объединяться в какие-то федерации, конфедерации или просто остаться как независимое государство. Поэтому разные варианты сейчас договариваются, но топовые вот эти вот политики, которые привыкли к московской власти, к вниманию европейских каких-то других политиков, они, конечно, держатся вот твердо на своей вот этой позиции о том, что Россия должна быть единой и неделимой. И тем самым они повторяют судьбу так называемого белого движения во времен гражданской войны, которые точно так же отказывались предоставлять независимость или самоопределение другим
национальным движениям, республикам. Мы помним, да, как Колчак отказал и алаш-ординцам, и башкирскому правительству, он отказал Маннергейму. Поэтому и они проиграли. Большевики тогда грамотно воспользовались вот это вот правом нации на самоопределение. И сейчас они повторяют ту же самую ошибку, и они проиграют. Потому что самая сильная идея, какая может быть, это идея независимости. За нее люди готовы умирать. А кто из российских политиков вас поддерживает? Ну, допустим, Марк Фейгин об этом говорит прямо и открыто, и он утверждает, что Россия должна распасться, что национальные республики должны получить независимость. Об этом говорит Евгения Чирикова. Об этом говорит, допустим, Игорь Борис Яковенко, я слышала. Акунин. Игорь Яковенко, да, об этом часто говорит. Ну, и сейчас не вспомню, но много кто Гарри об Каспаров. этом говорит прямо. Гарри Каспаров, он частично, скажем так, признает, что национальный... Он так сказал один раз, я с ним, когда разговаривал, задавал ему вопрос в зале. Он говорил, что, пожалуйста, никто вас не держит, как хотите, так и живите. Вот путинский режим рухнет, дальше сами выбирайте свою судьбу. Ну, как бы он так, вот, если в общих фразах. Точно дословно не помню, но примерно так сказал, что он не против. Но некоторые российские такие вот политики оппозиционные, они ставят условия, что якобы мы должны национальной республике провести референдумы. Вот тогда вот как бы вы можете рассчитывать на независимость. Мы В им чем как здесь бы в ответ подвох? говорим. Подвох в том, что многие сегодня национальные республики, ну, возьмем Бурятию, где коренного населения 36%, более 60% русские. В результате многовековой колонизации, когда коренное население осталось в меньшинстве, а колонизаторов стало большинство, многие, это то же самое в Удмуртии, то же самое в Мариэл, то же самое, ну, во многих других республиках. И мы знаем, что русский народ, он не готов к независимости национальных республик. Он не хочет, чтобы национальные республики получили независимость. И мы уверены в том, что они будут голосовать против. Поэтому референдумы мы не рассматриваем вообще. Мы должны получить независимость по факту. Мало того, сама Российская Федерация, когда образовывалась, никакого референдума не было. Как они нам могут об этом говорить, ну, очень странно. Плюс, многие говорят, национальные деятели, о том, что когда наши народы захватывались, никакого референдума не было. Просто по факту, то же самое Казанское ханство, тот же самый Кавказ или Сибирь. Просто силой захватили, огнем и мечом всех, скажем так, прошлись по всем. Это же не референдум. То есть о каком сейчас референдуме можно говорить тогда? Вот так. Друзья, я не знаю, как у вас, но у меня периодически Руслан зависает. Я так понимаю, что есть некоторые проблемы, поэтому я прошу у вас прощения за то, что у нас ну, возникают такие не очень приятные для вас и для нас технические издержки, но знаете, мы работаем в таких условиях, когда возможно все. Вот вчера у меня, например, почти сорвался эфир, и я надеюсь, что для вас все-таки важнее смысл, чем эти задержки в интернете. Не забывайте подписываться, пожалуйста. Руслан, вы находитесь за рубежом с 2021 года. А насколько эффективной вы считаете свою борьбу, находясь вне Башкортостана? Я считаю, что достаточно эффективный, потому что, как я уже сказал, когда я с начала 2022 года начал говорить о независимости, тогда на меня смотрели, ну, скажем так, смеялись, некоторые смеялись, некоторые не верили в то, что такое вообще возможно и что об этом можно говорить, что есть какие-то перспективы у Башкортостана как независимого. Вот эта выученная беспомощность, знаете, вот она очень крепко сидит у многих народов, в том числе и у башкир. Но постепенно, когда мы приводили факты, убедительные факты достаточно, когда мы приводили примеры тех же самых бывших союзных республик, которые получили сегодня независимость, и как они развиваются, успешно развиваются,
постепенно, скажем так, мнение начало склоняться в мою сторону. И сегодняшний момент достаточно много жителей Республики Башкортостан, особенно башкир и татар, разделяют мою точку зрения и считают, что действительно Башкортостан должен стать независимым государством. Особенно молодежь. Вот у меня в большей степени ставка на молодежь. 40 плюс это непробиваемые совки, которые просто мечтают, многие из них мечтают вернуться в СССР, а половина верит Путину, что вот он там красавчик и приведет их в светлое будущее. Хотя Вы ситуация с каждым днем, по-моему, только ухудшается. Мне тоже так кажется. И я надеюсь, что она приведет, к победе Украины и, к той ситуации в России, на которую мы все надеемся. М, Руслан, если я вас правильно понимаю, вас, в общем-то, поддерживают представители всех национальных республик, которые считаются регионами, Российской Федерации. Но вы все находитесь за границей. Как активно вы общаетесь между собой? Те, кто находится за границей, между собой, вы имеете в виду? Ну, мне кажется, да, люди, выступающие за независимость, простите, если я не права, но вот из Казахстана мне эта ситуация видится так, и ваше местонахождение. Мне кажется, находясь внутри России, внутри Башкортостана или Калмыкии, Бурятии, Ичкерии и так далее, бороться с Кремлем очень опасно. Ну, ты просто грозишь оказаться, угрозы не просто твоему здоровью или безопасности, а, наверное, даже жизни. Поэтому я так предполагаю, что вы все в основном находитесь за границей. Или я не права? Вы правы, действительно, те, кто может открыто говорить о независимости, они все находятся за рубежом. Да, мы все очень тесно с друг другом общаемся. Мало того, допустим, мы создали организацию Лига свободных наций, куда Мгм. входят несколько десятков различных национальных и регионалистических, в том числе, движений. И общаемся между собой очень тесно, принимаем какие-то совместные решения, выходим на акции, ну и так далее. Вот, поэтому, да, то, что о независимости говорить можно только сегодня за рубежом. Есть, конечно же, наши люди, которые остались в республиках, которые нас поддерживают, с кем мы общаемся, которые передают нам информацию, как говорится, да, с полей. Вот, и так мы держим связь с нашим народом. Это очень важно. Я знаете, почему вас об этом спрашиваю? Потому что я хотела бы узнать ваше мнение. Считаете ли вы, что вот первое серьезное сопротивление еще до окончания войны в Украине начнется в национальных республиках? Насколько ваши народы Сложный вопрос. к этому готовы? Сложный вопрос. Почему? Потому что, когда в 2024 году Башкортостан вспыхнул, мы помним все баймакские события, Мгм. когда несколько тысяч человек вышли за башкирского активиста, национального деятеля Фаиля Алсынова, просто в его поддержку. Тогда мы обратились за поддержкой ко многим другим народам и национальным республикам, чтобы они поддержали. И, да, была поддержка из-за рубежа от национальных движений, но внутри России это все было тише да гладь, как говорится. И очень сложно рассчитывать, что национальные республики первые поднимутся или что-то. Я просто маленький пример приведу, что во время Второй мировой войны, когда шли кровопролитные бои на фронте, сотни тысяч вооруженных НКВДшников выселяли целые народы. То есть у них были на это силы. И подавить любой регион у них хватит силы сегодня легко. Но я считаю, что мы не только сможем, мы обязаны подняться именно в тот момент, когда наступит кризис власти в Москве именно, в Москве. Либо если подниматься национальным республикам, то мы должны подниматься одновременно все вместе. Если одновременно все вместе поднимется 5-6, ну или хотя бы 3 крупных национальных республики, условно, Саха-Якутия, Башкортостан, Татарстан и Кавказ,
Я думаю, что тогда России придет кирдык, как говорится. Вот. А это реально? А так, если одна, ну, потому что у них не хватит сил тогда точно. Нет, я имею в виду одновременно, если все поднимутся, те республики, которые вы перечислили, и регионы. Вот поэтому мы и, скажем так, общаемся здесь друг с другом очень тесно. Все лидеры национальных движений друг друга знают. Мы хорошо на связи. И, ну, в принципе, мы все единодушно пришли к такому мнению, что вот если придет час X, как мы его называем, то подниматься надо все вместе. По-другому никак. Мгм. Руслан, по моим наблюдениям, против вашей независимости выступают не только российские оппозиционеры, но и Запад. Чего он боится, на ваш взгляд? Коллективный Запад, он руководствуется именно теми страшилками, которыми снабжает их, скажем так, очень плодотворно так называемая та же самая российская псевдолиберальная оппозиция. Они активно внедряют страхи такие о том, что вот распадется Россия и начнется обязательно война друг против друга. Каждый народ, каждая национальная республика, каждый регион будет воевать друг с другом, почему-то они так думают. Во-вторых, они говорят о том, что Китай обязательно сразу же нападет и всех захватит. Вот у них три такие страшилки. И третья страшилка – это распространение ядерного оружия. Что якобы все вот у маленьких ханств появятся свои ядерные вооруженные силы, и тогда вместо одного большого страшного Путина появится десяток Кадыровых, условно, которые начнут всем угрожать. Вот этими страшилками они снабжают так, Запад. Запад ведется на это, потому что у нас нет доступа, скажем так, такого доступа к первым лицам Запада, как у той же самой российской оппозиции. Они с ними сидят в кулуарных там, в кабинетах, обсуждают и объясняют, почему Россия не должна распасться и почему мы не должны получить независимость. Была бы у нас такая возможность, мы бы, конечно, смогли объяснить, что это не так. Когда мы вызываем на дебаты тех же самых вот этих российских оппозиционеров, они не идут с нами, потому что они прекрасно понимают, что все их доводы против нашей независимости, они будут разбиты в пух и прах. Поэтому они отказываются и не идут. Несколько было таких попыток дебатов, но мы их, скажем так, быстро взбивали. Вот. Мгм. Руслан, давайте вернемся к географии. Какую роль, на ваш взгляд, сыграет Кувандыкский коридор, если Россия начнет терять контроль над регионами? Есть ли у вас понимание, как решать этот стратегический, я бы сказала, вопрос? Надо сразу четко... У нас есть вот проект будущего независимого Башкортостана, который мы предоставили обществу, общественности. И там у нас те границы, которые сейчас есть в республике. Но вопрос Кувандыкского коридора мы прям там выделили отдельно, что он будет решаться отдельно. И мы считаем, что сегодняшняя территория Оренбургской области – это земли башкир и казахов. Раньше земли башкир и казахов шли вдоль реки Урал, граница шла. То есть она разделялась. И мы все прекрасно знаем по истории, что сам город Оренбург и сеть оренбургских крепостей была построена для того, чтобы отделить башкиров от казахов. Потому что я как историк, историческое образование имею, и знаю, что когда башкиры поднимали свои восстания, когда вели войны с Москвой, очень часто уходили, даже не только уходили, просто отправляли семьи и скот к своим родственным казахам, потому что были очень сильные родственные связи с казахами, а потом смело шли воевать против русских. И вот это вот, чтобы прекратить, и вообще многие, скажем так, если восстание терпело поражение, то многие уходили в казахские степи и там скрывались, и казахи не выдавали. И поэтому, чтобы вот это вот прекратить, вот это вот отношения, такие дружеские отношения между башкирами и казахами, была построена вот эта сеть крепостей, конечно же. И башкиры воевали, очень большая война была 1737-41 годов, когда мы подняли восстание против строительства вот этого Оренбурга. Вот. И мы до сих пор считаем, что это земли наши. Поэтому мы постараемся, конечно же, мирным путем, постараемся убедить, что эти земли должны отойти к нам.
приведем исторические документы, карты и так далее. Но я понимаю, что это, конечно же, роли никакой не сыграет, но мы постараемся, да. Но если не получится, либо будет большой хаос, когда будет каждый сам за себя, ну, условно, да, не 91 год, а 17-й год наступит, то мы будем забирать Кувандыкский коридор, наверное, силой, потому что это наши земли, и удерживать за собой. Потому что это действительно очень стратегически важный выход на Центральную Азию. И во многом будущая будущая независимость Башкортостана, а также Татарстана и других поволжских республик национальных зависит именно от выхода к Центральной Азии. Если не будет этого выхода, какие бы у нас ни были бы договоренности с центральной властью, вот представим, что Россия сохранилась, но все национальные республики она отпустила. И вот предоставила, скажем так, вот сделала вот этот Кувандыкский коридор или Оренбургскую область, какую-то часть Оренбургской области, ну, какой-то такой зоной, где можно свободное передвижение товаров, это безвизовое, бестаможенное и так далее, и так далее. Вот как-то вот сделали они так, но оставили за собой. Мы прекрасно понимаем, что пройдет условно 10, 20, 30 лет, придет Путин-2, и все, этот коридор закроется, и они нас задушат, экономически задушат. Поэтому, если будет хаос, то нам надо сразу же пользоваться им и забирать этот Оренбургский коридор. Кувандыкский. Ну, Кувандыкский, да. Да. Руслан, простите, а какими силами вы собираетесь это делать? У вас есть армия? Я думаю, что к тому моменту, когда все начнется, будет и армия. Я уверен, что сейчас, конечно, многие это ставят под сомнение, но я считаю, что многие сегодняшние башкиры, которые воюют, и татары, которые воюют сегодня в Украине, против Украины, они поддержат независимость в том числе и будут на нашей стороне. Поэтому, ну, это вот условно берем 17-й год, да, башкиры, татары и другие народы воевали в Первой мировой войне, вернулись с опытом, с большим боевым опытом, воевали за Россию. А потом очень много у нас было кадровых офицеров и солдат, которые служили в башкирском войске Заки Валидова и воевали за Башкирскую республику. Я не говорю, что все. Возможно, многие будут среди них против нас выступать, но часть перейдет на нашу сторону, это точно. Плюс сами башкиры, я думаю, из тех, которые сейчас проживают в Республике Башкортостан, ну, я думаю, что мы создадим свои вооруженные силы. Это очень важно. И мы это умеем. В 2017 году у нас была достаточно сильная, боеспособная армия. Простите, Руслан, но мне кажется, это очень такой долгосрочный, наверное, проект. Потому что то, о чем вы сейчас говорите, на самом деле, ну, выглядит так, даже страшновато, я бы сказала. И наверняка у российских, а может быть и западных представителей найдется повод обвинить вас в захвате чужих земель. Не просто в Это не чужие сепаратизме. земли, это наши земли. От того, Но что когда-то их передали и создали какую-то вот недообласть, вот эту вот, под названием Оренбургская область, перекроив наши земли, они не стали российскими. Это наши земли, и там вся топонимика это наша. И проживает там во многом числе тоже наш народ. Сам русский народ оттуда бежит, и мы внимательно следим за демографией. Оттуда за последние, по-моему, 10 лет по 400 тысяч человек уехало с Оренбургской области. Они сами там не хотят жить. Поэтому я понимаю, что они не дадут нам эти земли только из-за того, что он очень стратегически важный, и он действительно удерживает нас в капкане вот этой России. Ну и в том числе и мы понимаем, что если мы согласимся на то, что Оренбургская область останется в составе России, наша независимость всегда будет под угрозой. Всегда. Потому что я не верю в то, что Россия способна превратиться в какую-то там демократическую, настоящую, обновленную федерацию, как они называют ее, прекрасной России будущего и так далее. Я в это не верю. И
вся история показывает, что такого никогда не было в истории. Никогда не было, чтобы, ну, может быть, в 17 году, да, вот эти вот несколько месяцев с февральской революции по Октябрьскую. И в 91 году, там, один год, по 92 пока не был расстрелян, по 93 пока не был расстрелян парламент. Все. Поэтому и то, там уже и были Приднестровье войны и так далее, и так далее. Поэтому я не верю в то, что Россия способна стать... Сам народ, он имперский, он имперско мыслит. Он мыслит, русский народ, я имею в виду, он мыслит о том, что вся Россия принадлежит ему. Вот если они создадут свою отдельную русскую республику, ну, условно, в пределах Центрального федерального округа, тогда да, тогда с ними можно разговаривать об этом. И если Оренбургская область сама отделится и станет независимым каким-либо государством, мы готовы с ней выстраивать отношения, признавать ее и так далее. Уральская республика появится, через них готовы выходить на Казахстан, тогда да. Но если останется вот эта вот Россия, и они, ну, скажем так, согласятся на какое-то время там предоставить нам независимость, я в это не верю, что не пройдет там, пройдет через 20 лет, 30 лет, они вновь попытаются нас вернуть, потому что мы через все это проходили. Башкиры 3 раза подписывали договор с так называемой Москвой, вообще, ну, с этой империей. Неважно, как она называлась, Московское государство, СССР или Российской Федерации. 3 раза договора были нарушены в одностороннем порядке именно со стороны Москвы. Башкиры не нарушали. Поэтому у нас веры Ну, нету к ним. да, неудивительно, то же самое произошло с Украиной. Поэтому вообще, мне кажется, Да? доверять Путину и, ну, не только Путину, как сказал Ахмед Закаев, я брала у него интервью, и он сказал, что не нужно персонализировать. Есть Россия вот с таким вот менталитетом, вот с такими вот задачами, и она всегда будет пытаться действовать в той парадигме, которая исторически уже у нее сложилась и, по всей видимости, еще долго будет сохраняться. Руслан, вы часто в своих выступлениях ссылаетесь на Казахстан, на наши успехи в экономике и даже политике. У меня сложилось впечатление, что вы пользуетесь государственными источниками информации. Я уверена, что вы знаете как минимум, что мы авторитарная страна, что у нас высокий уровень коррупции, что у нас плачевная экономика, у нас есть политзаключенные, пытки в тюрьмах, оппозиционное поле полностью зачищено. В январе 22 года у нас расстреляли людей. Чем мы вас так прельщаем? Смотрите, я ждал этого вопроса, и у нас просто разное восприятие. Разное восприятие. Конечно же, вы знаете больше о своей стране, потому что вы проживаете в своей стране. Но вы, то, что есть у вас, у нас этого нету, и мы только мечтаем об этом. Вы Как бы имеете в то оно виду ни было, независимость? да, да, независимость. У вас есть своя собственная армия. Вы заседаете в ООН. У вас есть, вы выступаете под своим флагом на Олимпийских играх и на различных чемпионатах мира. У вас выросла численность населения, в 2 раза выросла численность населения. Вы укрепили свой язык. Как бы то оно ни было, но положение языка вашего на момент 91 года было намного плачевнее, чем сейчас. Согласна. И менталитет у вас сейчас, вот, ну, четкое осознание, вот, самоопределение у казахов, оно очень сильное. Плюс Казахстан сейчас стал известен всему миру практически, да. И это успехи, как бы то оно ни было. Это успехи. Почему я говорю, что успехи? Потому что я понимаю, что вам, как жителям Казахстана, независимого Казахстана, который уже 35 лет как независим, хочется развития, хочется демократии по образцу западных стран, хотя бы балтийских стран, да, как сейчас вот я живу в Литве. Но у нас немного другие запросы. Как говорится, не до жиру, быть бы живу. У нас положение такое, что мы из переписи в перепись уменьшаемся в численности. У нас положение такое, что на сегодняшний момент половина башкир не знает своего башкирского языка и не считает его родным языком. Положение такое, что все наши
что мы теряем свой национальный менталитет вообще, национальную идентичность. И у нас мы не хозяева на своей земле, как происходило хотя бы там при Ибрахимове. Все наши природные ресурсы разоряются, и нас просто уничтожают как народ. И глядя на то, что, как растет на данный момент Казахстан, пусть есть коррупция, да, есть проблемы, я понимаю, но вы независимая страна, которая сумела не только сохраниться, но и развиваться, как я перечислил, в чем развитие идет. Мало того, даже экономика, я вижу, что экономика, да, у вас коррупция – это страшный бич, но экономика все равно растет. И по ВВП на душу населения на последний момент я так знаю, что обогнал ВВП России. Возможно, это где-то там, да, есть какие-то, но нельзя не отметить, что Казахстан экономически развивается. Хотелось бы, я понимаю, что вам хотелось бы лучше. И вообще я считаю, знаете как, вот в последнее время, когда я говорю о том, что Башкортостан, вот, я часто говорю о том, что когда Башкортостан должен стать независимым, он должен стать такой демократической, развитой страной. Но это невозможно будет в первое время. Почему? Потому что наш народ не видел демократии на протяжении многих веков. Мы не выходили из состава этой страны, этой империи. У нас огромное количество народа просто с искаженным сознанием и вот это с выученной беспомощностью, что мы там без старшего брата ничего не можем. Поэтому первое время, я уверен, что нужна будет вот какое-то достаточно жесткое, возможно, авторитарное правление для того, чтобы выправить ситуацию. Чтобы народ, чтобы язык укрепился. Потому что русский язык на сегодняшний момент он полностью завладел всеми сферами в Республике Башкортостан. И башкирский язык вытеснен просто на обочину и находится ниже плинтуса. Я же говорю, что вот все настолько печально и плачевно, что вот мы смотрим на вас, как на какую-то там суперразвитую страну. Вот в этом разница. Я понимаю, что у вас есть, вы этим недовольны многие и осуждаете тех, кто хвалит сегодняшний Казахстан. Но для меня это хотя бы если мы, Башкортостан, достигнем того, что вы достигли вы, для меня это будет просто супер. Ну, я вас понимаю, Руслан, да. А будет вообще здорово, если мы вместе, конечно, будем решать все наши проблемы и вместе будем развиваться в сторону демократии. Руслан, скажите, пожалуйста, насколько реален, на ваш взгляд, проект объединения тюркских народов? Я думаю, что, ну, это смотря что подразумевать под словом объединение. Вообще, в идеале, конечно, вот то, что я сейчас вижу, да, насколько вот началась вот эта вот интеграция тюркских независимых государств, организация тюркских государств такая создалась, и в последние годы вот это интенсивно вот эта вот интеграция пошла. Это, конечно, обнадеживает. И почему? Потому что мы смотрим, еще раз говорю, я смотрю всегда с призмы башкирского народа, который находится, ну, в заключении. И чем сильнее будут тюркские страны, чем сильнее будет Тюркский союз, тем нам будет легче. Я уверен. Потому что когда слабый Казахстан не может заявить там о притеснениях башкир и татар, своих родственных народов, это одно. Или если что-то скажет, но его никто не услышит и, скажем так, к нему не прислушается. Другое дело, когда об этом заявляют сильные, скажем так, объединенные тюркские государства с единого органа вот этого, да, это уже по-другому звучит. И в идеале, конечно, я в будущем вижу, что когда и мы, как говорится, Алла Бирге, получим независимость и присоединимся в союз тюркских государств, в будущем, возможно, может быть, вот идеал мой, это было бы что-то по типу построения Евросоюза. Когда единая валюта, единая армия, бестаможенные границы, каждый живет в своем собственном государстве независимом, но вот это вот общетюркское единое пространство, вот этот идеал я как бы вот такой вижу. А вас не смущает, что большинство тюркских стран являются авторитарными?
Я считаю, что этот процесс, он постепенно перейдет, обязательно перейдет в демократию. Знаете, я здесь в Литве встречался, была конференция, устраивали ее таджикские оппозиционеры, оппозиционной политики, и приглашали представителей из Центральной Азии, разных тоже оппозиционеров. И у меня там вышел один спор с одним узбекским оппозиционером. Вот он говорит, что вот вам сразу нужна демократия. Я говорю, вы понимаете, что вот в Башкортостане, вот представим, произошла независимость, и сразу дали демократию. Свободные выборы, свои партии появились, как у нас были в 90-х годах сперва. На первых же выборах победят условно, во-первых, либо либералы вот те, которые вновь нас затащат в союз с Москвой, потому что их очень много. И либо сторонники вот этого вот реваншистских настроений, которые будут вспоминать там Путина, как сегодня вспоминают Сталина. Вот. Мы просто проиграем выборы, и нас обратно вернут вот в эту колею, вот эту имперскую колею, от которой мы не вылезем уже. В этот раз, если мы, скажем так, провороним вот этот вот новый шанс, который нам предоставляет судьба, я думаю, что мы больше никогда уже не сможем вылезти как народ. Потому что через, условно, 30-50 лет той политики, которая сейчас происходит, идет, я думаю, что мы как народ просто перешагнем тот рубеж, когда мы, наверное, не сможем сохранить себя как народ, свой язык и так далее, свой менталитет. Я думаю, что некоторые народы уже перешагнули этот рубеж, такие как, возможно, ну, там, алтайцы, условно, удмурты или другие народы. Есть карелы, да, вот их осталось 6% в своей республике. То есть, вот этот шанс, который у нас есть, мы должны его максимально использовать, чтобы спасти свои народы. Поэтому, и когда я говорю про авторитаризм, я говорю, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан – это те страны, которые уже сегодня готовы к демократии. Да, вот это вот, имею в виду общество готово. А вот общество Туркменистана и Таджикистана точно не готово. И если им прямо сейчас дать эту демократию, вот эти свободные выборы, то на первых же выборах в Таджикистане победят условно какие-то происламские силы, которые поддерживаемые с Афганистана. Будет ли это хорошо для Афганистана, для Таджикистана? Ну, большой вопрос. Поэтому вот у них сейчас не авторитарный режим, у Таджикистана и Туркменистана, у них диктаторский режим. И им вот этот процесс перехода к демократии должен пройти, наверное, через мягкий авторитаризм, который сейчас есть в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане. Я знаю, что мои слова сейчас наверное, вызовут большую волну хейта, но я так считаю, потому что сразу сейчас дать свободу и демократию условно народу, который никогда не видел независимости и свободы, демократии, он очень легко скатится обратно в диктаторский режим и, ну, что-то подобное. Или просто будет большая гражданская война всех против всех. Просто знаете, Руслан, я когда вас слушаю, я желаю вам удачи, искренне, от всего сердца. Но я бы очень не хотела, чтобы вы совершили наши ошибки. 30 лет назад, ну более 30 лет назад, когда распался Союз, вы знаете о том, что мы последние вышли? Казахстан, я имею в виду, из этого Да, союза. конечно, конечно, Вы знаете конечно. причины, да, почему это произошло? Ну, насколько я думаю, что ваш тогдашний глава Назарбаев, он, наверное, был совком, настолько совком и настолько человеком нерешительным и, ну, я бы так сказал, ну, это было видно и по его действиям во время 86 года, да, алматинских событий, когда он там метался из одной стороны в другую. Поэтому я думаю, что он просто был коммунист до мозга костей, который боялся там развала СССР, хотя уже видно было, что уже нечего спасать. Почему? Ну, это моя версия.
Ну, если коротко, он надеялся на то, что он станет премьер-министром СССР, но я не хочу заполнять эфир просто этими рассказами. Я могу вам потом за кадром об этом, обо всем рассказать. И продолжая просто мою мысль, Назарбаев тогда нам тоже обещал, что будет замечательная страна. Мы ему поверили, и у нас несколько лет действительно было, знаете, такой свободы. А, Но спустя 34 года, вот 16 декабря будет 34 года независимости Казахстана, мы подводим на самом деле печальный итог. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы наступили на те же грабли. Вот в вашем представлении, какой первый шаг будет у независимого Башкортостана? Ну, у нас там несколько шагов прописаны. Конечно же, в первую очередь это мы выпустим всех политзаключенных, люстрация обязательно. У нас иллюстрация. Без этого никак. Я считаю, это главная ошибка и России, и многих постсоветских стран. Иллюстрация обязательно должна быть. И я не говорю, что там все стенки ставить надо. Нет, конечно. То есть, ну, отстранение от работы, там, либо арест, если люди страдали от этого человека, это должно быть обязательно. Плюс конфискация имущества наворованного. Пересмотр схем приватизации Республики Башкортостан, потому что у нас очень много было уведено из собственности республики. Через какие-то мутные схемы были проданы наши сильнейшие предприятия, и Башнефть, и Сода, и многое другое, Газпром, нефтехим и так далее. Вот эти первоочередные шаги, конечно же, будут. Установление единого государственного языка башкирского. С сохранением русского языка официального на 35 лет или на 30 лет. Потому что мы понимаем, что сразу перевести все на башкирский язык просто невозможно. И, как я сказал, башкирский язык, он сейчас просто кухонным языком стал. И чтобы воспитать специалистов, там, медиков, юристов, экономистов, инженеров на башкирском языке, это потребуется время. Ну, вот эти, наверное, плюс партии. Конечно же, у нас появятся партии свои. Единая Россия будет запрещена. Коммунистическая партия будет запрещена. Вот эти вот, наверное, первоочередные шаги. Просто я вас слушаю, Руслан, извините, да, но вот вы все время говорите о том, что вы через призму Башкортостана, а я, слушая вас, естественно, реагирую как человек, живущий в Казахстане, как казашка, знаете, ваша программа, она практически полностью, подходит и нам. Просто у нас 34 года независимости, а я надеюсь, вы в скором времени к ней придете. Поэтому я еще раз вас призываю, пожалуйста, не пользуйтесь государственными источниками информации. Я для вас всегда открыта. Я могу познакомить вас с теми людьми, которые также борются за то, чтобы Казахстан стал прогрессивным, развитым и демократическим государством. Можно поддерживать связи, делиться опытом, но у нас, поверьте, эти проблемы тоже остаются и с политзаключенными, и с политическими партиями и так далее. Руслан, спасибо вам большое. Я благодарю вас за вашу честность, за вашу откровенность. Я очень надеюсь, что нашим зрителям было очень интересно, вы почерпнули какие-то для себя новые вещи, потому что, знаете, разговор вот с представителями национальных республик, он у меня не случайно начался. Меня лично эта тема очень волнует, и вот и недавно у меня был прямой эфир, и я спросила у своих подписчиков, интересна ли им эта тема, и к моему огромному удовольствию и радости, да, мои зрители, моя аудитория разделили этот интерес, и поэтому вот я вот так вот потихонечку сейчас приглашаю таких людей, как вы, Руслан. И спасибо вам большое, что вы соглашаетесь. У меня небольшой канал, но тем не менее вы пришли и рассказали вот все так, как вы думаете. Я желаю вам удачи, Руслан. Берегите себя. Спасибо большое, Динара. Спасибо за приглашение. Приглашайте еще, будем разговаривать. Обязательно. Спасибо всем, кто был с нами.